А Путин, как всегда, блефует и сейчас, говоря про ядерное оружие, потому что это его последняя ставка. Он проигрывает войну в Украине и надеется, как и раньше, запугать Запад, запугать свободный мир своими угрозами. Я думаю, что эти угрозы не должны пройти сейчас, потому что все больше людей понимают, если Путин не остановится в Украине, если его не остановят в Украине, то никто не в безопасности. Тогда ядерный шантаж будет применяться по отношению к другим странам НАТО в Восточной Европе. И поэтому победа украинской армии, поддержанная всем свободным миром, сегодня является главным условием для того, чтобы сохранился мир, а этого мира не будет, пока Путин находится в Кремле. Пока Путин в состоянии контролировать небо над Украиной, война продолжается, а главное, гибнут мирные жители. Бесполетная зона является важнейшим условием скорейшего окончания войны и разгрома путинской армии. Я понимаю риск с этим связанный. И я понимаю, почему западные лидеры боятся. Но здесь возникает некоторое противоречие. Если они готовы защищать НАТО, натовскую территорию, как говорит президент Байден, мы будем защищать каждый сантиметр натовской территории. От кого? От Путина? Так в этом случае тоже конфликт с ядерной державой неизбежен. Поэтому, на мой взгляд, нелогично сегодня оттягивать неизбежный конфликт с Путиным. Сегодня гораздо более выгодная ситуация, потому что украинская армия сковывает путинскую армию, наносит ей серьезнейшие удары. Если Путин сумеет покорить Украину, то противостояние с НАТО будет проходить на гораздо более худших условиях. Поэтому я считаю, что введение бесполетной зоны сегодня это не только гуманитарный вопрос, но это и вопрос защиты всей Европы от дальнейшей путинской агрессии.